Доброе утро, наши дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В студии сегодня Руслан Ачиров, но, тем не менее, Вероника Тамтосова ждет прямого включения с улицы нашего города Якутска. Ну и, конечно же, мы с ней пообщаемся на тему дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Все это у нас сегодня будет в эфире. В общем, оставайтесь с нами и, конечно же, заваривайте чашечку кофе, готовьте завтрак. Мы сегодня подготовим вас к бодрому началу рабочего дня. Ну, соответственно, давайте узнаем перед тем, как поприветствуем нашу соведущую Веронику Тамтосову. Давайте узнаем, какая же погода сегодня за окном. Итак, по сведениям Гидромедцентра, в центральных районах республики плюс 14, плюс 19 градусов, в заречной группе Улусов плюс 14, плюс 23, в южных 9-11 градусов выше нуля. В Вилюйской группе Улусов плюс 11, плюс 18, в Нижнеленских 6-15 градусов со знаком плюс. В западных районах плюс 9, плюс 19, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 3 до 21 градусов выше нуля. В Янских плюс 4, плюс 9, на северо-западе республики от минус 2 до плюс 12 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 11 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 18 градусов. Но, несмотря на то, что сегодня днем все-таки будет не так холодно, но, тем не менее, погода сегодня пасмурная, но наш эфир постарается сделать ваш эфир по-настоящему солнечным. И прямо сейчас давайте поприветствуем Веронику Тамтосову, которая сейчас находится на улице. И, соответственно, тема у нас сегодня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вероника, доброе утро. Доброе утро, Руслан. Доброе утро, дорогие телезрители. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Ну, сказать я могу очень много, потому что сегодня у нас будет на связи филолог, которая с утра нашла время подойти и рассказать нам о параде пушкинских героев. Ну, а прямо сейчас давайте поищем, кто же у нас с утра знает стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Итак, у нас, есть молодой человек. Давайте спросим, а вдруг правда знает? Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Вахим Михаил. Очень приятно, Михаил. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина? Конечно, знаю. Замечательно. А может быть, вы еще знаете стихотворение? Да, знаю. Ну тогда прочитайте нам, пожалуйста. Стихотворение Онегина к Татьяне. «Предвижу все, вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою. Быть может быть, какому злобному веселью, быть может, повод сотворю». Спасибо большое, Михаил. Всем хорошего дня. Дорогие телезрители, видите, какие у нас замечательные прохожие. Ну и здорово, что мы так совпали. Я прочитала письмо Татьяны, а Михаил нам прочитал письмо Онегина. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Руслан? Да, Вероника, спасибо большое. Очень удивил молодой человек по имени Михаил. Ну и, конечно, мы с Вероникой еще встретимся в течение сегодняшнего нашего эфира. Ну а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Укрепление рубля сыграло злую шутку с отечественными сельхозпроизводителями. План по зарубежным поставкам зерна выполнить не удалось. Новый сельхозсезон на подходе, а поставщики не успели вывести прошлогоднее зерно. Квоту в 10,5 миллионов тонн не выбрали, 2,5 миллиона остались нераспределенными. Эксперты указывают, что для стимуляции зарубежных поставок необходимо выстраивать сбалансированную цепочку, обеспечивающую рентабельность как аграриям, так и экспортерам. А на территории республики в этом году запланировано заготовить свыше 435 тысяч тонн сена, почти 13,5 тысяч тонн сенажа и более 24 тысяч тонн силоса. Глава региона дал поручение по мониторингу состояния пастбищ и сельскохозяйственных угодий, обеспечению готовности техники и оборудования для заготовки и транспортировки кормов, оказанию финансовой поддержки хозяйствам, испытывающим трудности, включая привлечение дополнительных ресурсов при необходимости. На местах будут назначены ответственные лица за проведением кормозаготовительных
заготовительной компании. Регулярно будет проводиться мониторинг хода работы и оперативное устранение возникающих проблем. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в этом году размер фиксированной выплаты составляет 8907 рублей. У пенсионеров, которые в июне отметили 80-летие, с 1 июля она увеличится в 2 раза до 17 815 рублей. Помимо удвоения фиксированной выплаты, таким пенсионерам также начисляется надбавка за уход, которая в этом году составит 1314 рублей. Более 30 местных кадров трудоустроились на сезонную работу в Ленское бассейновое водное управление. С июня по октябрь они будут работать на путейских кораблях. В их обязанность входит подготовка водного пути перед навигацией. Новоиспеченные работники проводят дноуглубительные работы и прокладывают трубопроводы. Также устанавливают водные знаки. По словам молодых людей, на корабле есть все условия, выделены отдельные каюты. В день 4-разовое питание, а ежемесячная зарплата составляет от 65 тысяч рублей. Через месяц они освоят профессию моториста. Они распределены по нескольким судам, в основном это путейские, то есть они ставят знаки водные, обеспечивают судоходство по реке Лена, Индигирка. Опытные или те, которые с высшим образованием, со средним образованием, мы их направляем уже на более крупные суда. Это у нас земснаряды Витим, Вилю, и там зарплата уже по-другому. Любимым летним блюдом россиян стала окрошка. Именно ее выбрали 40% респондентов. На втором месте расположился шашлык с показателем в 34%, тогда как свекольник набрал лишь 5%. Остальные 21% предпочитают такие летние лакомства, как вареная кукуруза, кабачковые оладьи, овощные салаты, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое. Шашлыки пользуются равной любовью как у мужчин, так и у женщин, в то время как окрошку в качестве фаворита чаще называют представители сильного пола. Свекольник же предпочитают преимущественно женщины. В общем, для лета... Мы желаем доброго утра всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии». И напомню, что сейчас сегодняшний выпуск у нас практически посвящен великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. И Вероника Тамтосова сейчас находится около Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. И давайте передадим ей слово. Вероника, еще раз доброе утро. Доброе утро, Руслан. У нас стало больше. Видите, какие у нас герои есть из пушкинских сказок, да, настоящие. И в гостях у нас сегодня Оксана Михайловна. Оксана Михайловна, доброе утро. Вы доцент кафедры, получается, филологического факультета. Расскажите, вчера был парад пушкинских героев. Как это было? Да, у нас вчера прошел очень яркое, красочное, веселое мероприятие, которое проводили вот студенты первых, вторых, третьих, четвертых курсов. То есть были задействованы все. Это было личное желание, личная инициатива. Ну, идея, конечно, была нашего декана Галины Егоровны, но студенты с удовольствием ее поддержали, да. И в результате были представлены герои из различных сказок, стихов, баллад, поэм. Студенты сами выбирали понравившиеся Скажите, вас кто-нибудь произведения. удивил своим выбором? Ну, на самом деле не очень, потому что, оказывается, мы все любим достаточно одинаковые, да, произведения. Нет, не столько сказки, сколько романы, Да вы что? повести. А еще у нас был цыганский табор. Во, как Почти в здорово. полном составе, да. Еще и в полном составе. Я думаю, что это было очень красочно. У нас, по-моему, выйдет сюжет, так что вы сможете это тоже Да, увидеть своими снимали. глазами. Оксана Михайловна, а вообще как развивается любовь к творчеству Александра Сергеевича? Она, безусловно, бессмертна, но вот на фоне студентов, что вы можете сказать? Меняются ли их вкусы, предпочтения? Как с годами меняется отношение к творчеству? Ну, я думаю, об этом студенты лучше скажут сами. А вот точно знаю, как прививается любовь к Пушкину. Это с детства, когда родители читают его хотя бы сказки своим детям на ночь. Оксана Я Михайловна, знаю, что у меня так началось, Да вы во всяком что? случае. Да, скажите, совершенно а у вас какое любимое произведение? Просто вы связали свою жизнь с достаточно сложной, я считаю, специальностью. Филология — это очень да. так творчески всегда нужно подходить к процессу, погружаться в каждое произведение. Вот есть ли у вас любимое произведение Александра Сергеевича? Ну, я люблю сказки Пушкина, да, наверное, потому что с ними связано тоже мое детство. И первая сказка, которую я помню, мне мама прочитала, и которую я поняла и услышала, называлась «Жених».
Как потом выяснилось, эта сказка наименее известна остальным. Я уж не знаю, почему именно с нее началось мое знакомство, но это была совершенно понятная мне ребенку история. Да? 3 дня купеческая дочь Наташа пропадала, на 3-ю ночь она во двор без памяти убежала. С вопросами отец и мать Наташи стали приступать, Наташа их не слышит, дрожит и еле дышит. А потом выясняется, что к ней приходит жених, начинается веселое сватовство, а Наташа почему-то всего этого боится. И во время свадьбы умная и мудрая девушка рассказала под видом сна ту историю, которая с ней произошла вот в эти 3 пропавших дня. Оказалось, что это разбойники. И она таким образом спасла свою жизнь. Здорово, Вот очень такая интересно. Вот удивительная сказка. Я думаю, что оказалась не у все Пушкина. ее и слышали. Да. Ну, обязательно Ну, прочитайте, если вам это так же, как мне, еще пока не знакомо. Ну, давайте мы узнаем, кто у нас сегодня. Итак, кого вы изображаете? Доброе утро. Я изображаю царя Султана. Салтана из «Сказка о царе Салтане». Денис, почему вы выбрали именно эту сказку? Это было коллективное решение. Мы пообщались немного и решили то, что все мы читали данную сказку и хорошо ознакомлены с сюжетом, поэтому мы выбрали ее. А у вас есть вообще самое любимое произведение Александра Сергеевича Пушкина? Я могу сказать о недавно прочитанном моем рассказе Александра Сергеевича Пушкина. Это «Пиковая дама». Мне понравился слог Александра Сергеевича Пушкина. Он владеет словом и вызывает такие эмоции, что и невозможно передать словами. Спасибо большое. Что-нибудь прочитать можете сейчас? Я думаю, из классики «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый». Все ходит по цепи кругом. Спасибо большое. Доброе утро. Здравствуйте. Я представляла персонажа шамаханской царицы из сказки о золотом петушке. Почему выбрали именно эту сказку? Все мои однокурсницы сказали, что мне бы подошел ее образ. Мне самой было интересно, поэтому я согласилась. «Восточная красавица» — это да, согласна, что очень похоже. А ваше любимое произведение какое? В школе мне нравился Дубровский, и печально то, что он был недописан. Спасибо большое. И здесь у нас такие 2 красавицы, очень разные. Из какого произведения ваши костюмы? Доброе утро. Мы выбрали, получается, поэму «Руслан и Людмила». Это тоже было коллективное решение, так как в основном это было одной из наших любимых поэм, которые мы знаем еще с детства. Мы были в образе Бабы Яги и Людмилы. Мы подумали, что очень интересные будут очень интересно будет показать персонажей на параде. Но выбрали отрицательный персонаж. Баба-Ягой не каждая девушка решится быть, очень смелая. Почему Баба-Яга? Я подумала, что она была бы очень харизматичным человеком, была бы она. Ну, конечно, если бы такая обаятельная Баба-Яга была в сказках во всех, я уверена, что да. Доброе утро. Вчера я была в образе мисс Жаксон из произведения «Барышня-крестьянка». Почему выбрали именно этот образ? Это тоже было коллективное решение. Всей группой решили выбрать произведение мне «Барышню-крестьянку» и кого-то из них. И мисс Жаксон была... ее выбрали, наверное, потому что это нетипичный образ чопорной такой женщины, которая зарабатывала самостоятельно в то время. Я смотрю, вы очень дружные курсы, выбираете героев общим коллективным решением. А может быть, кто-то нам еще прочитает отрывки из ваших любимых произведений? Я могу продолжить, получается. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на думе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, там русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит. Без окон, без
дверей. Спасибо большое. Не обошлись без помощи преподавателя, потому что все очень волнуемся. Спасибо, что пришли. Замечательный парад, очень яркие герои. Очень здорово, что ребята выбрали филологический факультет с таким творческим началом. Ну и небольшие пожелания. Ну, во-первых, да, да, конечно. Ну, во-первых, читайте классику. Пушкин, безусловно, самый яркий пример того, да, как возможно развитие человека, если он этого желает. Вы все знаете, наверное, что Пушкин вообще до 3 лет даже не разговаривал, но потом вот это вот бурный рост, его темперамент и подъем общего литературного фона привел к тому, что он свой талант сумел развить. И то, что мы сейчас можем это читать, это, безусловно, его большая заслуга. Он в свое время взбудоражил, да, его поднял и литературу сделал классикой, русскую литературу классикой для всего мира. И мы, конечно, я думаю, приобщаясь к ней, будем знать и свою историю, и свой народ, и свою культуру. И надеюсь, что через нас ее полюбят и другие. Спасибо большое, Оксана Михайловна. Спасибо большое, ребята, что пришли, так рано присоединились к нам. Дорогие телезрители, я присоединюсь через пару минут в студии. Руслан? Спасибо, спасибо, Вероника. Поблагодарим также Оксану Сокольникову и ее студентов. Действительно, это одна грань почитания поэта через слово, через костюмы, через чувства. Но есть и другая, не менее важная. Это кропотливое собирательство, изучение артефактов, сохранение материальной памяти. И прямо сейчас мы познакомимся с человеком, для которого Пушкин – дело всей жизни. Пушкиниста-коллекционером Агафьей Федоровой. Уникальная коллекция в нашем следующем сюжете. Редкие статуэтки, наборы открыток, обертки от советского шоколада, конверты и монеты. Все это с изображением Александра Пушкина или по мотивам его произведений. Агафья Семеновна с детства любила декламировать стихи, но именно стихотворения русского поэта импонировали ей простотой языка, эмоцией и рифмой. Уже будучи мамой, наша героиня стала читать сказки Пушкина своим дочерям. С тех пор в доме появился небольшой уголок, который со временем перерос в коллекцию. Первая у меня статуэтка, которую я купила в универмаге, тогда универмаг называл, вот этот Пушкин. И он очень мне дорог. Я нахожу, когда захожу в магазин, обязательно спрашиваю или смотрю в первую очередь про Пушкина. Или спрашиваю, что есть у вас про Пушкина. И вот итого вот такие статуэтки у меня появились. Самый дорогой мне календарь, конечно, сейчас не товарный вид уже получил, потому что много читаемое. Это 200-летию Пушкина выпущен этот календарь, да. Собрание книг началось также со сказок Пушкина. Со временем, как у любого коллекционера, возникло желание приобрести редкие книги. Так в коллекции Агафьи Федоровой появилось издание 1882 года. У коллекционера есть функция охотника – найти, приобрести и наслаждаться, и анализировать каждое приобретение. Я приобрела самую старинную книгу 1882 года, избранную Пушкина. Это собрание сочинений Пушкина. И тут тем хороша эта книга, то, что здесь есть рукопись Пушкина, сохранилась вот полностью. Вот этот. Она очень ценная и дорогая книга для меня. И самое интересное, и мне нравится книга Евгения Онегина «Перевода на якутский язык». Она очень редкая. Я еле-еле нашла, мне подарила одна поклонница, учительница русского языка, Розалия Иннокентьевна. Я очень благодарна ей. Я эту книгу искала со студенческих лет. Имеются и иностранные издания, такие как перевод сказок на японский язык и сказка о рыбаке и рыбке на монгольском. А не так давно пушкинист Агафья Семеновна стала знакомить со своей коллекцией школьников, которые с большим интересом слушают ее и изучают увиденное. Одним из любимых моих собраний, естественно, являются мини-книжки. Я это собираю тоже давно. Сначала я собирала именно мини-книжки Евгения Онегина, потому что Евгений Онегин – мое самое любимое произведение. Потом в глаза попались различные повести, стихи. Есть 80-е годы выпуска, 90-е годы выпуска. И самое последнее, вот это «В виде чая» – это цитаты Пушкина. И вот эти самые маленькие книжки, которые читаемые, они некоторые просто так читают, некоторые через лупу читают. Особенно эти мини-книжки нравятся детишкам.
Я им разрешаю все потрогать, все читать. Ну а любовь к стихотворениям Пушкина Агафья Семеновна привила своей внучке. И уже в июне, в день рождения поэта, они готовятся к конкурсу чтецов. Также в планах в юбилейный 225-летний день рождения Пушкина собраться с друзьями за столом с его любимыми блюдами. Я живу в Хатасе, я хочу круг друзей позвать и отметить этот праздник с явством, потому что у меня есть видик и как курсовая работа, типа работа своя, что любил есть Пушкин. И готовить эту еду и угощать своих друзей. Если жизнь нам манит, не печалься, не сердись, день унылый не смирись, день веселья настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев, Якутск. Этот сюжет был подготовлен в прошлом году к юбилейной дате со дня рождения Пушкина. И надеемся, что коллекция Агафьи Федоровой еще больше пополнилась. Ну и действительно, сегодняшняя дата, 6 июня, навсегда отмечена рождением гения и солнца русской поэзии. Но я думаю, что этот сюжет про коллекционера Агафью Федорову яркое тому подтверждение. Данная коллекция – это настоящая дань памяти поэту. Но в нашей постоянной рубрике «Даты и события» мы напомним вам, какие еще знаковые события связаны с сегодняшней датой. На календаре 6 июня – Пушкинский день России, день русского языка. По народному календарю – свободное дерево. Свободным деревом на Руси называли шиповник, и с этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Этот день в истории. 1882. Американец Генри Силли запатентовал электроутюг. В 1922 начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». В 1922 в СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств «Главлит». В 1944 началась Нормандская операция, открывшая Второй фронт в годы Второй мировой войны. 1956 в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ. 1957 в Москве открыт магазин «Детский мир». В этот день родились Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик. Александра Федоровна Романова, российская императрица, супруга Николая II. Валериан Куйбышев, советский политический и партийный деятель, революционер. Игорь Сикорский, русский и американский ученый, авиаконструктор, один из пионеров авиастроения. Именины сегодня отмечают Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан и Федор. Надо сказать, что история творится каждый день, и в том числе история каждого нашего телезрителя. Так, давайте создадим свою энергичную и здоровую историю. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать прямо сейчас. Присоединяйтесь к нашей утренней зарядке. А проведет нас в энергичную пятницу ваш надежный проводник в мире фитнеса Александра Хлебникова. Всем доброе утро! Сегодня мы будем с вами заниматься с мячом. Первое упражнение – отстройка. Уходим вниз, подкрутив себя и обхватив себя за колено, с круглой спинкой, позвонок за позвонком. Это нужно для того, чтобы мы не травмировали нашу поясницу и позвонки. Далее отстраиваем мячик на уровень тазобедренного сустава. Постановка ног широкая. У нас будет с вами подъем вверх, ягодичный мостик, и уводим с прямыми руками мяч за голову, уводя его точно на пол. Возвращаем, опускаем на тазобедренный сустав и уходим в нижнюю точку. Для усложнения вы можете добавить подъем стопы на пяточку. Поехали. Выдох и возвращаемся. Выдох и возвращаемся. Подъем ягодицы и сжатие верхней точки. Работаем здесь 20 подъемов. Опускаем аккуратно вниз таз и завершаем упражнение.
Следующее упражнение, которое мы будем с вами выполнять, оно также выполняется в положении лежа. Мы будем работать с вами 20 раз на каждую ногу в подъеме бедра. Мячик отстраивать будем верхнюю точку, как будто пытаемся его бросить в потолок. Как это упражнение выглядит в динамике, я сейчас покажу. Вверх, выброс, опустили бедро. Вверх, выброс, опустили бедро. Таких будет 20 подъемов на каждую ногу. Вес тела концентрируем на пяточке опорной ноги. Нога, которая свободная, натягиваем и вытягиваем стопу в утюжок. Вверх, бросок. Выдох. 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 20 подъемов на каждую ногу. В верхней точке у нас идет сжатие ягодицы опорной ноги. Закончили и смена. Все то же самое на другую ногу. И следующее упражнение, завершающее в этом комплексе, упражнение на мышцы живота. Что мы с вами будем делать? Расстановка ног у нас с вами будет широкая на ширине плеч. Мы с вами будем уходить в верхнюю точку с круглой спиной, позвонок за позвонком, вытягиваться в верхней точке, уводить ручки в центр и уходить с круглой спиной вниз в исходное положение. В верхней точке выдох. 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 20 подъемов. Это несложно. Укрепляем мышцы кора. Уходим вниз и завершаем комплекс. Убираем мячик, прижимаем бедро к животу и отдыхаем в этом положении некоторое время. От 15 до 20 секунд. Ну что ж, я всем желаю солнечного, бодрого дня и отличного настроения. Спасибо большое. Но, как видите, Вероника обещала, Вероника вернулась в нашу студию. Да, с бурей впечатлений, замечательные студенты. Ну, на улице немножко прохладно. Если кто не заметил, прогноз был потеплее, но так немножко ветрено, немножко дождик. Поэтому имейте в виду, если вы уже выбегаете на работу. Ну, самое главное, я вас поздравляю с замечательным праздником, днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я думаю, что каждый сегодня с утра вместе с нашими студентами, с нашим замечательным преподавателем вспомнил его великие строки, замечательные сказки, есть повод сегодня с детьми их почитать. Ну, а если вы предпочитаете новости, то следующая рубрика для вас, чтобы день начался не только бодро, но и с пользой для ума. Самое время узнать, что происходит в нашей родной республике. И тут нам поможет свежий номер газеты «Якутия». Давайте вместе заглянем в него и анонсируем самое важное и интересное на сегодня. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных новостях главной газеты республики. На прошлой неделе в Якутске прошел Международный форум креативных индустрий, в котором приняли участие 36 субъектов России и 5 стран мира. Что он может дать Якутии? Главные итоги форума читайте в Якутии. Гостем нашего номера на этой неделе стал молодой снайпер якутской киберспортивной команды «Хату» по Counter-Strike Анатолий Апросимов. Он присоединился к команде в январе 2025 года, но уже успел зарекомендовать себя как отличный снайпер на больших международных соревнованиях. О том, как попасть в команду, как прошли соревнования и стать лучшим, в нашем эксклюзивном интервью. Якутяне попадаются на уловки дистанционных мошенников не только в процессе общения с ними по телефону, но и вследствие опрометчивого обращения с данными своих банковских карт. Как защититься от кибермошенников, не попасть на фальшивые сайты, ложные распродажи и не потерять свои кровные? Читайте в материале Алексея Рудых. У корреспондента НВК «Саха» Алексея Семенова был позывной НВК по месту работы. Но на СВО он ушел, подписав контракт, срок которого закончился в апреле нынешнего года, а погиб 14 мая. О том, каким он был, вспоминают родные, друзья, коллеги. Работы по улучшению качества дорог продолжаются в этом году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Какие дороги столицы будут отремонтированы, подробно в нашей рубрике «Столица». Наступил июнь, а значит, якутяне празднуют эсэх. Если правильно спланировать время и отпуск, можно посетить разные эсэхи в разных улусах.
Когда и где проводится, смотрите в инфографике этого номера «Якутия». Будьте в курсе всех новостей. Хорошего дня! Завтра, 7 июня, в кинотеатре «Лена» пройдет показ фильма «Русские якуты», где также состоится встреча с автором и режиссером картины. За плечами Юлии Корневой более 30 документальных фильмов, в основном про народы России. Она побывала во многих местах, от Кольского полуострова до Сахалина. Ну а сегодня Юлия в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро, нам повезло, что мы вас застали. Скажите, Юлия, вот главный приезд в Якутию — это показ фильма или есть еще какие-то планы? Нет, показ фильма — это как раз случайность. Я приехала, в том году я снимала фильм «Русские якуты», потом собиралась снимать фильм про эвенов и начала гуглить поселки рядом с Депутатским. И там был поселок Сейлык. Когда забиваешь Сейлык, и вдруг оказывается, что, я-то думала узнать про поселок, я читаю, что это какие-то летники. И у меня в голове рождается понимание, что сейчас же в России деревни сокращаются, люди уезжают, они закрываются. А тут в Якутии каждое лето, в том году на 351 деревню, фактически населенный пункт, становится больше. Это же уникальное явление. А потом мой принцип не снимать то, что снимали хорошо, снимали другие. Вот. И я стараюсь добираться туда, куда не ступала нога журналиста, поэтому я не снимаю в городах, не снимаю рядом с городами. Мне всегда нужно, вот как сейчас в Даркылах, где, наверное, никто из вас не был. Вот. Туда я ехала. И туда я ехала на болотоходе, потому что сейчас там с дорогой совсем проблема. Хотя село достаточно большое, 60 километров, 3,5 часа. А обратно 8 часов в телеге трактора «Беларусь». Так что это вот такая история. И я поняла, что про Сейлыки никто особо не снимал именно документальное кино, и мне захотелось рассказать, потому что я рассказываю в своих фильмах о том, какие интересные традиции есть у народов. И вот, собственно говоря, приехала снимать фильм «Сейлык», а показ фильма в кинотеатре «Лена», он бесплатный, он, значит, таким... Я всегда люблю встречаться со своим зрителем. Ну, с вашей поездки мы поняли о дороге, да, путь туда, путь обратно. А что было там? Что вы увидели? Ну, я специально поехала в момент, у вас даже есть 22 мая праздник Сейлыков. Я поехала в тот момент, когда, кульминационный, да, так скажем, кульминация у вас в начале. Это переезд, то есть из зимней деревни в летнюю. Это кипиш, это перегон скота, это перевоз от дивана до холодильника. В общем, детей, внуков, вот как бы тут нужно было снимать именно в этот момент. Выбрала 2 Сейлыка, чтобы показать массовость все-таки явления. Именно выбирала те, которые, такие, так скажем, семейные, родовые, которые на этом месте давно, и там есть в том числе старые дома. Вот. И вот один снимал в Даркалахе, а другой в Телегах. Так что день мой проходил, в 5:20 я уже была на ногах, как и все. Ну, хозяйка Сейлыка, например, вставала еще раньше. Вот, весь день проводила в коровнике, значит, снимала весь процесс. Хозяйка говорит: ну зачем ты на миллионный раз снимаешь, значит, вот эту мою дойку? Я говорю: ну я же не знаю, какой момент будет удачным и для фильма. Но самое смешное было не это, значит, а самое смешное оказалось, что я вдруг для себя снимала фильм на якутском языке, потому что я приехала, все говорят на якутском языке. И когда со мной они пытались говорить на русском, им было сложно. И зачем ломать язык, тем более они не могли многие слова вспомнить. Все от мала до велика говорят только на якутском языке. Поэтому я сразу смирилась. Хорошо, что у меня был со мной ноутбук. И была в этом смысле уникальная история, что первый раз мои респонденты, мои герои видели весь исходный материал, который я отсняла. И мы сидели просто последние 2 дня в каждом Сейлыке переводили, потому что мне надо было тайм-кодировать каждый кадр. Рядом на монтаже я монтирую сама тоже, снимаю сама и монтирую сама. Рядом со мной не будет сидеть носитель языка, поэтому мне надо было понимать в каждом кадре, где с какой секунды, что он говорит.
Ну, это, конечно... Двойная работа такая, Это титанический было- труд. Да, самое главное, что за эту работу мне никто не платит, потому что я, как говорится, это свободный блогер. Вот, значит, но зрители сбрасываются мне на билет, и муж говорит: господи, езжай, лишь бы ты, как говорится, была счастлива и довольна в своих экспедициях, а я именно в них довольна и счастлива. Удалось ли выучить язык? Хотя бы немножко? Да, значит, того, значит, почему, ну это еще с предыдущего фильма, топтал, значит, тоже закрепился, это любовь, значит. И самое главное, что вот сидя в этой телеге 6,5 часов, трясясь в тракторе «Беларусь», значит, мне наконец-то пришло название фильма. Сначала я думала назвать просто «Сайлыки», потому что, ну, как бы, фильмов таких нету, поэтому, как говорится, право первой ночи у меня. Но я слышала, как зовут «иди сюда», коров, телят и так далее. И вот эти разные голоса, они произносили слово, сейчас я не вспомню его, «иди сюда», вот по-якутски. Кельмана? Нет. Кель? Клейн, 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 вот они так кричали. И дети, и бабушки, и все. И вот эта вот какофония из этих вот одного и того же слова, прям красиво, там же воздух такой, звучно это все произносилось. И тут я поняла, так я говорю, что за слово произносите они? Келиен, как-то вот так вот пишется. Это типа «иди сюда». И я поняла, что «иди сюда» — это прекрасное название фильма. Будет на якутском и будет на русском, собственно говоря. Здорово. Как приглашение звучит. Да, а в каких местах в Якутии еще успели побывать? Ну вот я была в том году, снимала фильм в Ханкаласском Улусе, значит, и там я проехала от Синска, про потомков ямщиков, для которых якутский родной язык. Значит, я проехалась от Синска до Кэтлжуры. Вот. Причем идею этого фильма мне подсказал ваш бывший мэр Сардана. Значит, мы с ней случайно встретились, она узнала, что я снимаю фильмы экспедиции про народы и так далее. Она говорит, вот у нас есть такая уникальная история. Я начала гуглить, и действительно русские лица, поющие, например, на якутском, или рыбаки со славянскими лицами, которые говорят о том, что про экологию там тоже на берегу. Вот. И, в общем, вот так родился фильм. Это вот кадр, да? Да. Русские якуты, вот оттуда кадр. Вот. И в 2013 году, когда я сегодня к вам утром пришла, я поняла, что я тут была. В 2013 году мы ездили, помните, у вас был мамонт с кровью? Да. Вот. Мы летали туда в депутатский казачий, и когда мы прилетели, с нами не прилетел негабаритный груз. А у меня был телефон некоего Олега Маркова. Я ему звоню, говорю, Олег, помогите, не можете вы нам дать штатив? Потому что камеры, помните, еще тогда бытакамы были тяжеленные, ты ее на руках, на шее не поносишь, как сейчас я хожу с маленькой камерой. Значит, и он говорит, ну, конечно, да, то есть вот взаимовыручка у журналистов всегда была. Значит, тем более он, когда узнал, что я с ТВ-2, Томск, мы, кстати, создатели «Бессмертного полка», если наши журналисты утреннего канала, Пинков, Дмитриев и Колотовкин, они придумали эту акцию, она с Томска началась. Вот. И он говорит, приходите, приезжайте. Я говорю, так вы согласуйтесь с начальством, а то как-то в субботу отдавать штатив непонятно кому. Он говорит, да я и есть начальство. И, в общем, сегодня, когда я пришла, вот это крыльцо, я сразу вспомнила, что мы сюда как раз приезжали за этим штативом. Здорово. Ну, побывали в разных уголках нашей необъятной родины. Что запомнилось еще больше всего? Каждый фильм уникальная история, потому что я полгода, значит, выискиваю эту уникальную историю, чтобы ее никто не снимал и так далее. Ну, например, последняя была, у меня был перерыв, потому что я снимала по заказу Министерства культуры большой фильм, сдавала, и его, не будет, к сожалению, в моих, так скажем, этих соцсетях, ни в ВК, ни в Ютубе. Вот. И, значит, и последний фильм, который я снимала, это, например, на Кольском полуострове «Сами». Их в свое время, в советские годы, переселили прям с оленями. У них, кстати, также были зимние погосты и летние погосты. Погост — это у них населенный пункт, это не кладбище. То есть они так вот перекочевывали из одного места, у них было как у вас. Вот.
но их переселяли по разным причинам, то строительство железной дороги, то военные нужды, то еще что-нибудь. Их переселили в центр Кольского полуострова, и в том числе выселили из поселка летнего погоста Варзино, который на берегу Баренцева моря. Туда очень сложно добраться, ну, то есть только на корабле, потом в шлюпке. И экспедицию у нас возглавляла 85-летняя бабушка. То есть когда она с корабля сигала в эту шлюпку при качке, хоть и небольшой, вот. А потом, самое главное, на обратном пути, это же надо такой же путь проделать. А иногда, если она понимает, что плохая погода, надо идти в соседнюю бухту, это вообще, конечно, уникальная история. И вот они каждый год стараются приехать на этот берег, чтобы хотя бы 10 дней там пожить на своей родине. Там у них могилы предков и так далее. Ну, сами тут тоже удивительно. Кстати, предки сами вот там, в Нерюнгинском районе сейчас установлен факт, что там они специально делали генетическую экспертизу и доказали, что да, там есть сами, и что это у нас просто целое судебное было огромное, чтобы установить этот факт. Да вы что, интересно. Да, удалось, кстати, доказать. Вы, кстати, правильно произносите их самоназвание. Я, когда езжу в экспедиции, я всегда стараюсь максимально все изучить, потому что, ну, как человеку приятно, чтобы вы правильно произносили имя. То есть они не Саамы, они Саами, вот, как Коми. Да. Вот, и поэтому эти вещи, конечно, надо знать, чтобы... то есть в чужой монастырь ты едешь со своим устамом. Они, например, не любят, чтобы их называли лапари. Вот. И Лапландию их страной, потому что их так называли, как они говорят, пришлые люди. Колонисты, как они говорят. То есть вы поняли, да, кто пришлый на Кольский полуостров, и они обижались. Поэтому мы сами, мы не лапари. Да, но тут тоже удивительная история, что в Якутии вот можно найти представителей разных народов. А что касается традиционной кухни, вот из якутской кухни, что вам понравилось, а что, может быть, не очень? Меня, значит, ну, так как я мультикультурный человек и ем все от свинины до конины с детства, поэтому как бы меня не шокируешь там супом из ежиков, потому что, ну, как говорят, это из потрохов. Дети называют это суп из ежиков, значит, как я узнала. Меня больше всего у вас именно потрясло. Я пила кровь оленя свежеубитого, то есть у ненцев. То есть я прошла Крым и Рым, что называется. А у вас меня потрясает, как взбиваются за минуту в мусс эти сливки. Не помню, как это блюдо называется. Значит, то есть за минуту хозяйка этим тыком, да? Ну, как-то так. Кёрчах, да. Ну, может быть, да. Она взбивает, значит, эти сливки. И я думаю, ну, невозможно такое. Причем она взбила покупные, даже не свои собственные. Значит, я приехала в Москву, я купила сливки, я разбилась в лепешку, они не взбиваются от слова совсем. А у вас был тоже и тык? Ну, вот да, мне подарили, причем мне подарили в Хангаласском Улусе, я привезла, и в этот же день у меня, значит, мой миксер немецкий, Браун или что там, как-то, я не помню, фирма, он тут же сгорел от обиды, что привезли его конкурента, и мне надо было что-то взбить, и я такая думаю, боже мой, чем взбивать, и я взяла и взбила, что надо, мне было этим тыком. Ну, у меня тоже было детство в деревне, так что мы взбивали мутовкой, так что нормально. Здорово. Здорово, что вы к нам пришли, столько позитива, столько энергетики. Я думаю, что пару слов нашим телезрителям о том, что они могут посмотреть в кинотеатре «Лена». Значит, в какую камеру вот смотреть? Вот сюда. Все, вот это вы правильно камера. смотрите. Значит, я буду очень рада, если вы придете. Я, конечно, для Якутска не знакомый человек еще, кот в мешке. Завтра в 11:30 в кинотеатре «Лена» мой фильм «Русские якуты» покажут, и потом встреча со мной, я отвечу как раз не 9 минут будет, а целый час на общение, отвечу на любые ваши вопросы, расскажу про свои экспедиции. Это бесплатный показ, но надо заранее, значит, забронировать, что называется, себе или онлайн, или в кассу прийти билеты. Я говорю, зачем? У вас же большой кинотеатр. Они говорят, а вдруг придет народу больше, значит, чем места, и люди будут возмущаться. Я говорю, слушайте, я уверяю вас, навряд ли придут народу больше, но я буду рада, если будет полный зал. Спасибо, Юлия. Спасибо большое, до новых встреч, ждем вас в гости с новыми экспедициями. Да, все может быть, тут вырисовался один проект, и, может быть, я через неделю прилечу к вам обратно. Вот так вот, дорогие телезрители, какая у нас удивительная республика. Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Блюдо дня», где шеф-повар Денис Илюшин познакомит нас с рецептом приготовления гаспачо. Ведь впереди жаркие знойные летние дни, и этот ароматный, яркий, освежающий холодный суп, несомненно, их украсит.
Доброе утро, меня зовут Денис, я шеф-повар ресторана Country Steak, и сегодня мы приготовим с вами традиционное блюдо испанской кухни под названием гаспачо. Так, начнем мы, конечно же, с основы. Этот суп имеет ярко-красный цвет, поэтому готовится он из томатов, которые мы нарежем, уберем части плодоножки. Это будет основа нашего супа. Далее перейдем к сельдерею. Мы будем использовать пока только стебли. Стебли тоже нашинкуем. Так. Сельдерей добавит свежести нашим томатам. Далее добавим болгарский перец. Небольшое количество. Тоже хаотично нарезаем и добавляем. Так. Далее пару зубчиков чеснока. Немного бальзамического уксуса. Буквально 10 грамм, можно сказать, 1 столовую ложку. Далее добавим оливковое масло. Оливковое масло можно не жалеть, порядка 30-40 грамм. Добавим немного сахара, для того, чтобы погасить уксусную кислоту, как я говорил ранее. Ну и скрасить вкус наших томатов. И буквально пару капель соуса табаско. В вашем случае это может быть просто острый перец или перчик чили, но мне лично нравится использовать табаско. Он придает кислинку, ну и неповторимый вкус, конечно же. Итак, мы перекладываем нашу основу в полусферу. И начинаем вводить предварительно подготовленные наши томаты СС и томатный сок. В моем случае уже все по граммовке. Да? На 400 грамм томатов я использую 250 граммов томатов СС. Это приблизительно стакан. Так, и 150 грамм томатного сока. Чем насыщеннее будет цвет у томатного сока, тем ярче будет ваш суп. Сейчас мы понимаем, что у нас не хватает соли. И перца. Соль и перец лучше добавлять в готовую основу. И в небольших количествах. Лучше несколько раз попробовать. Добавим еще немножко уксуса для кислинки. Буквально 1 столовую ложку, в итоге получается 2. Сахар. И еще немного табаско. Выкладываем и убираем лишнее. Так. Немного огурца. И немного болгарского перца. Буквально по 10-15 грамм. Итак, наш суп гаспачо готов. Приятной изюминкой этого супа будет хрустящий свежий хлеб. Приятного аппетита, до скорых встреч! Как Слушай, тебе суп вообще? я бы, наверное, если вот жаркий-жаркий день, первые 3 дня поел бы, наверное, окрошку. А потом уже попробовал бы... А потом я хотел разнообразие. Испанская окрошка гаспачо. То есть, ну, там есть такие, больше похоже на томатный соус такой, наверное, другой совсем вкус. Ну, вкус, скорее всего, да, немножко другой, потому что он все-таки это суп, там больше ингредиентов, но я предпочитаю, конечно, тоже окрошку на кефире, окрошку на сыворотке, окрошку еще на чем-нибудь, окрошку с мясом, окрошку с колбасой, в общем, можно окрошку есть так недельку. Нет, ну ты перечислила, можно есть и все лето, по идее. Ну, на самом деле, очень люблю холодный суп, и вообще русская кухня, она вот именно
именно холодные блюда, они не так их много, и это всегда интересно. Ну, в целом, хотелось бы поблагодарить нашего шеф-повара. Действительно, если для разнообразия, почему бы не попробовать в один из знойных летних дней попробовать приготовить гаспачо. Самое главное, что можно своими силами это приготовить, то есть все ингредиенты простые, вы берите на вооружение, в записи в ВК получается, и частенько мы сбрасываем ссылки в нашем телеграм-канале, который вы можете подписаться, если еще не подписаны, там есть рецепты, мы ими делимся, можно вот пролистать, найти этот суп и, правда, в иной день в июле приготовить. А вообще идеально будет, если когда вы соберете урожай на своем дачном участке и приготовите из своих овощей гаспачо, да, вот я думаю... Ну, вот не факт, что тогда будет знойный день. Ну, видишь, у нас август, все-таки золотая осень в Якутске, она достаточно короткая, можно не успеть, поэтому лучше пусть не своих, зато в жаркий день. Огурчики, помидорчики, я думаю, в середине лета уже. Ну все, уже пошли завтракать, поэтому переходим на новости. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что гражданам больше не придется заполнять декларацию при продаже квартиры или машины. Также в планах внедрить получение актуальных статусов камеральных проверок. Это поможет гражданам понимать, например, когда заявление перешло на следующий этап проверки или перешло в статус выплаты. 5 якутских аэропортов признаны победителями конкурса среди авиагаваней стран СНГ. В номинации за активную производственную деятельность отмечены аэропорты Депутатского, Саскылаха, Ленска, Алекминска и Удачного. При определении победителей учитывались ключевые показатели деятельности аэропортов, производственно-финансовые результаты, общий объем пассажирских и грузовых перевозок, повышение уровня обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности полетов, а также развитие материально-технической базы. Названы продукты, подорожавшие сильнее всего. В тройке лидеров сливочное масло, мороженая рыба и яблоки. Сливочное масло стало продуктом, подорожавшим сильнее всего за 10 лет. С 2014 по 2024 год цены на него увеличились втрое, с 339 до 927 рублей за килограмм. Мороженая рыба и яблоки за 10 лет подорожали в 2,5 раза. Кроме того, в 2 раза выросли цены на говядину до 560 рублей за килограмм против 252 и почти в 2 раза на курицу. Людям с ограниченными возможностями здоровья повсеместно помогают получить востребованные навыки как в быту, так и в работе. Их обучают, как правильно готовить, общаться или говорить. Вместе с тем они работают и даже изготавливают различные вещи и предметы. Так, в Якутске для людей с УВЗ работает специальная столярная мастерская. Здесь их учат пилить, строгать, шлифовать и изготавливать различную простую мебель, такую как скамейки или полки. Кроме этого, им обязательно рассказывают о правилах безопасности в мастерской при работе с инструментами и станками. А обучение проходит несколько раз в неделю. Совмещал работу с педагогической деятельностью, больше на волонтерских началах. И где-то, наверное, 3 года назад так потихоньку начал с ребятами заниматься. Людям надо усложнять задания, получать какие-то навыки, которые могут пригодиться в жизни. Собственно, столярная мастерская поэтому и была выбрана. Ну и в том, что помимо непосредственных каких-то профессиональных навыков могут вынести еще какие-то умения, которые можно в жизни использовать. Потому что таких ребят много, на всех социальных работников не хватит. Следующая рабочая неделя в России будет 3-дневной благодаря празднованию Дня России 12 июня. За рабочими днями последуют 4-дневные выходные с 12 по 15 июня, приуроченные к государственному празднику. Праздник был учрежден в 1992 году как день принятия Декларации о государственном суверенитете России. А свое современное название получил в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса. В июне этого года общее количество рабочих дней составит 19, а выходных и праздничных – 11. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы были рады эту неделю провести с вами. Всем хороших выходных, отличного настроения и встретимся в понедельник. Да, желаем вам отличного, хорошего настроения. Я думаю, что наш сегодняшний эфир вам понравился, так же, как понравился нам. Вероника сегодня вообще показала чудеса скорости. Перемещение. Да, перемещение. В общем, сегодня пусть ваш день будет по-настоящему бодрым и энергичным. И встречайте утро с нами вновь в понедельник. Кстати, следующей неделе у нас 3 рабочих дня, по-моему, да? Ну, неважно В общем, сколько, узнаем. главное, что мы всегда будем с вами.